Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 16 по 22 марта 2020 года для львов. Будем смотреть прогноз на колоде Таро, маг-колоде и на цыганской. Сначала посмотрим колоду Таро. Посмотрим основные энергии и основные события. Так. Здесь у нас Дама Пентаклей выпадает как основная карта для отношений. Четверка Пентаклей. Для работы Отшельник. И для финансов замечательно Жрец. Теперь посмотрим дополнительные карты из цыганской колоды. 3 на отношения. 3 на работу. И 2 на финансы. Так. Основная карта у нас Дама Пентаклей. Говорит о том, что будут очень многих львов заботить денежные вопросы. Но здесь именно получение финансов, получение доходов, когда осуществляются наши желания. Вот все, что мы захотели, то и получили. Замечательная карта для того, чтобы решить вопрос не только с деньгами, но и с работой. Замечательная возможность как-то утвердиться в социуме, да, может быть, по карьерной лестнице подъем, может быть, даже какая-то должность во власти, для кого это важно. Кроме того, здесь может быть смена статуса, да, для тех, кто, допустим, вне брака, здесь может брак быть, для тех, у кого не было деток, могут детки появиться и так далее. В работе точно так же была одна должность, стала другая. Или, допустим, была одна профессия, стала другая. То есть может и такое быть. Для отношений здесь выпадает четверка Пентаклей. Карта тоже очень хорошая. Говорит о том, что у вас всего хватает и вас денежные вопросы не беспокоят. Возможно, вы здесь будете отдыхать, да, тратить деньги на отдых, может быть, поедете куда-то вместе, может быть, дома будете отдыхать. Карта говорит о том, что неплохо было бы вам сейчас отложить деньги на какое-то будущее, на рост, на квартиру, на дом, на, может быть, даже часть какую-то вот в ипотеку вложить денег, да, потом выплачивать, чтобы у вас было свое жилье. То есть вот вопросы, решаемые с материальным, в общем, с материальной темой, да, это тема денег, недвижимости, тема каких-то ценных вещей, приобретений в дом и так далее, и так далее. Вот все как бы на деньгах завязано у львов на этой неделе. Для тех, кто ищет партнера, шестерка бубновая выпадает. Карта говорит о том, что вам сама судьба пошлет встречу с человеком довольно таким стабильным, у которого хорошая есть уже должность, он зарабатывает хорошо, возможно, у него свое жилье. Может быть, это как бы родовое жилье, да, но может быть просто вы встретите человека этого в месте, где вы родились, да, может быть, допустим, поедете к родителям и там его можете встретить. Может быть, это какой-то ваш сослуживец, да, то есть по работе, знакомство. Но в любом случае у вас этот человек, он послан судьбой вам как подарок от жизни. То есть вам здесь не нужно ничего делать для того, чтобы этот человек в вашей жизни появился. Если вы его заслуживаете, на этой неделе он к вам как подарок приходит от судьбы. Для тех, кто в паре, шестерка червовая, в дополнение к четверке Пентаклей, говорит о том, что
могут сбываться какие-то ваши мечты в плане недвижимости, в плане денег, в плане обеспечения вот вас в такой степени, вот как вам комфортно, как вам удобно. И также карта говорит о том, чтобы, вот тоже, я уже про это говорила, что нужно позаботиться о том, чтобы была какая-то сумма у вас всегда в запасе, для того, чтобы использовать ее в нужный момент, там, на приобретение недвижимости, на какие-то серьезные покупки, на безопасность и так далее. Для тех, кто в ссоре, выпадает дополнительно туз червовый. Карта говорит о том, что, скорее всего, нужно будет, чтобы вопрос решал партнер, мужчина, да, то есть от него зависит, будет у вас как бы перемирие или не будет. И вот карта говорит о том, что нужно сделать так, чтобы вот мужчина захотел мириться, да, то есть все-таки здесь вот важный какой-то вопрос стоял ценностей, да, то есть не обязательно денег, может быть, вы его не ценили в достаточной мере, да, вот если вы женщина, то мужчину не ценили, а если вы мужчина, то, может быть, женщину вы не ценили, да, то есть вот нужно обязательно вот этот вопрос ценности понять, осознать, и здесь инициативу лучше, чтобы проявил мужчина. Для работы выпадает отшельник на неделю. Замечательная карта для того, чтобы погрузиться в работу с головой и решить все вопросы. Да? Если какие-то особенно накопились дела, да, замечательная неделя, чтобы все их разрешить. И карта говорит о том, что вот на работе вы будете чувствовать себя просто превосходно. Будет удовлетворение от того, что сделано. Эта карта также связана с цифрами, с разными бухгалтерскими бумагами, отчетами и так далее. То есть здесь вот тоже очень успешное время для того, чтобы разбираться с этими вопросами, с бумагами, с техникой для копирования, компьютерами и так далее. Для тех, кто в поиске работы, выпадает туз пиковый, и карта говорит о том, что, скорее всего, вы найдете эту работу, и, может быть, даже вот вас сама судьба поведет, то есть интуиция вас поведет к нужному человеку, вы просто вот сможете найти то, что вы так долго искали, совершенно неожиданно это может получиться. Эта карта также связана с людьми близкими. Может быть, вот близкие вам помогут. Может быть, люди более старшего возраста, стоит к ним обращаться. Либо люди, которые вот в своей профессии уже как бы многого добились или долгое время на одном месте работают, тоже можно, чтобы за вас попросили. Вот к женщинам хорошо обращаться тоже могут помочь. Для тех, кто работает, восьмерка трифовая выпадает. Она говорит о том, что, скорее всего, очень много будет работы, и, может быть, даже придется выбирать, что важнее, что нет, чтобы сначала сделать все самое важное и главное, да, а потом уже вот сколько будет сил, остальное уже доделывать. То есть карта говорит о том, что, может быть, будут какие-то вопросы с начальством, с законом, да, может быть, придется как-то разрешения какие-то брать, или какие-то печати нужны будут, какие-то бумаги подписывать и так далее. Может быть, какие-то проверки будут, да, и будут, в общем, такие осложнения. И вам придется как-то договариваться, вам придется как-то находить пути решения для этих вопросов. Для тех, у кого свое дело, десятка бубновая говорит о том, что, скорее всего, вам придет какая-то новая информация. Причем, может быть, знаете, такой вот неожиданный совершенно, может быть, сюрприз для вас, да, в плане, в общем, отдачи от вашей работы, в плане финансов. Карта говорит о том, что у вас может быть, вам потребуется как-то укрепиться в профессии, может быть, получить какие-то новые знания, да. Вот здесь вот у нас мудрость, а здесь вот какие-то новые возможности открываются, если вы займетесь вот более глубоким изучением вашего дела, вашей профессии. Может быть,
вам нужно нанять человека, который, вот, помощник ваш, он разбирается там со всеми документами, ведет ваши дела, у него всегда все на своих местах, для того, чтобы вам легче стало. Кроме того, вот эта карта еще может говорить о каких-то, знаете, научных разработках, новейших каких-то, да, может быть, вам нужно что-то использовать в своем деле для того, чтобы у вас вот лучше все прошло. Может быть, программы какие-то нужно установить, там, учета, может быть, для обращения с клиентами. В общем, все вот здесь как бы нужно улучшать и, в общем, с информацией нужно дружить на этой неделе. Для финансов выпадает пятерка, пятый аркан – это Иерофант или Жрец, да, и эта карта говорит о том, что, скорее всего, вот учиться вам нужно финансами управлять и понимать еще природу финансов, то есть деньги, они у нас не только материальная энергия, она еще и энергия, ну, как бы духовная энергия жизни. То есть на что мы их тратим, это большое значение имеет. Если мы, допустим, зарабатываем хорошо, но тратим на какие-то пустяки, мелочи, а то и во вред себе и другим, да, то тогда деньги могут к нам как бы не приходить. Допустим, мы даже можем много зарабатывать, а они все равно куда-то уходят, как вода сквозь пальцы. То есть нужно обязательно какую-то часть доходов на вот полезное на что-то пускать. Кстати, вот благотворительностью считается даже вклад в собственное развитие, в собственное обучение, да. То есть, может быть, вам нужно как раз финансовой грамотностью заняться, либо, может быть, еще как что-то вот, кстати, вот здесь две карты по обучению, да, может быть, профессионально себя как-то подтянуть. В общем, здесь в любом случае стоят вопросы развития личности, развития в финансовой сфере, развития в профессиональной сфере. То есть здесь вот нужно учиться для того, чтобы были денежки. И нужно обязательно следить за тем, чтобы деньги уходили на правильные нужды, чтобы не было как бы лишних трат и вредных каких-то трат. Тогда деньги будут. Для тех, кто работает, десятка червовая, карта говорит о том, что, скорее всего, приход денег будет связан с другими людьми, либо вы будете получать деньги, ну, вернее, не вы будете, а ваш партнер, допустим, будет получать деньги, либо будут какие-то подарки от близких людей, от друзей, может быть, либо вы можете просто, допустим, если денежек недостаточно, вы можете, ну, допустим, спросить у близких, там, у родителей или, может быть, у друзей, да, вот, ну, просто чтобы перехватиться на какое-то время. Для тех, кто свое дело имеет, дама червовая говорит о том, что, скорее всего, новые источники дохода у вас открываются вот как раз вот благодаря осознанному отношению, благодаря обучению будет какой-то новый доход. Но возможностями нужно уметь воспользоваться, то есть нельзя их пропустить. Скорее всего, будет очень много возможностей на этой неделе, чтобы увеличить доход. И вот нужно успеть, как бы, во-первых, выбор сделать правильный, да, то есть за все сразу нельзя же хвататься, нужно правильно решить. То есть пятерка – это всегда карта, связанная с личностью, с личностным развитием. То есть обращайте внимание на то, что вам больше всего нравится, что больше всего подходит, да. И кроме того, вот эта карта, она еще такая традиционная, то есть, скорее всего, это должен быть какой-то доход, ну, довольно-таки привычный, да, то есть не только вы одни этим зарабатываете, а еще и многие другие люди. То есть это что-то проверенное уже опытом должно быть. Давайте посмотрим совет для львов на эту неделю. На метафорической колоде посмотрим. Так, карта говорит о том, что нужно мечтать, и мечта обязательно исполняется. Вот смотрите, вот этот дракон – это как раз символ нашей мечты. И мы обязательно должны свою мечту осуществлять, мы должны двигаться к ней, мы должны вдохновляться ей, то есть она должна нас направлять. То есть мы, в принципе, в наших руках
возможность для осуществления своей мечты именно на этой неделе. Скорее всего, будут все возможности для этого. Вот все карты говорят о том, что есть возможность раскрыть в себе то самое лучшее, к чему мы стремимся. Может быть, даже с детства какая-то мечта, желание, да? Это может быть не обязательно что-то творческое, нет. Это может быть просто желание какое-то там место в обществе занять, получить там семью, найти человека, который очень близок к нам по душе. Мы можем здесь научиться зарабатывать так, чтобы нам всего хватало, и мы тогда можем, допустим, там путешествовать, реализовывать какие-то свои другие таланты, способности. Мы можем в работе себя в какой-то реализовать. То есть любые абсолютно мечты, которые нас греют. Есть возможность на этой неделе начать реализовывать. Все в наших руках. То есть мы идем, а мечта за нами. То есть нельзя делать, нельзя надеяться на то, что начнет осуществляться что-то само. Да, у нас есть какие-то способности, у нас есть таланты. И вот наши желания, они говорят о том, что мы это можем осуществить. Но шаги первые делаем мы сами, решаемся на что-то мы сами, учимся чему-то мы сами. То есть сначала мы начинаем, а потом уже разгоняется вот эта энергия нашей мечты, да, и уже начинается начинает легче процесс идти. Но сначала нужно всегда решиться на что-то новое. Так что замечательная неделя для львов. И если действительно вы решитесь, то будут очень хорошие результаты в будущем. Вы просто будете жить жизнью, о которой всегда мечтали. Всего вам доброго. До новых встреч!